Итоги проведения майских праздников обсудили на совещании под председательством главы Ингушетии. О состоянии криминогенной обстановки в период с 1 по 12 мая сообщил секретарь Совета безопасности Республики Ахмед Зейтов. По его словам, в указанный период зарегистрировано 29 преступлений. Из них 9 ДТП, в результате которых погибли 3 человека, 2 факта угона транспорта, 2 грабежа и 5 краж. Юнузбек Евкуров отметил, что в период майских праздников общественно-политическая и оперативная обстановка на территории республики была стабильной. На достойном уровне проведены мероприятия, приуроченные к празднованию 1 и 9 мая. Отдельно руководитель региона заслушал отчет председателя правительства о работе оперативного штаба в праздничные дни. Зелимхан Евлоев сообщил, что в республике не было случаев перебоя подачи газа, электроводоснабжения. Жилищно-коммунальные хозяйства и ресурсоснабжающие организации работали без перебоев, за исключением локальных неисправностей. Он уточнил, что по всем обращениям, поступившим в штаб, реакция была оперативная, нарушения устранены. Скорая медицинская помощь оказана, дежурные смены полиции и пожарные службы выполнили необходимые выезды. Всего зарегистрировано 29 фактов, из них дорожно-транспортных происшествий 9, из них со смертельным исходом 3 факта, угон автотранспортных средств 2 факта, 1 факт раскрыт. По грабежам 2 грабежа совершено, 1 грабеж раскрыт, 5 краж совершено чужого имущества, 1 преступление раскрыто. И также у нас было 2 без вести пропавших, оба установлены, возвращены домой. 1 из них был несовершеннолетний с психическими отклонениями. Других преступлений, происшествий во время проведения праздничных мероприятий, как приуроченных 1 мая, как 9 мая, нарушение общественного порядка не зарегистрировано. Хорошо. Держите на контроле раскрытия преступлений, потому что вот эти грабежи и кражи, угон автомобиля, это раз. Ну и второе, вместе с начальником ГИБДД профилактику по дорожно-транспортным происшествиям, проработать вопросы. Максимально еще раз людям показать, с учетом в том числе и реконструкции федеральной дороги. Дальше, по федеральной дороге еженедельно проводите совещания с участником Росавтодора, представителем Булгучевым Русланом, и представителем компании-застройщика реконструкции федеральной дороги. И определяйтесь, на каких этапах, на каких местах выставлять или круглосуточные, или дневные посты дополнительные, чтобы регулировать движение. Понятно? Это обязательно вот прямо сегодня, завтра проведите совещание и еженедельно вот эти совещания проводите. Потому что есть места, где без участия именно регулировщика может быть там и ДТП, и нарушение правил дорожного движения, ну и неудобства там для жителей. Ну и почаще там пускай выступать на телевидении, чтобы людям доводили графики, когда вот эти неудобства закончатся. Это обращаю внимание. Первое, сейчас в Дагестане буквально там прошли там сильные дожди, сели, оползни, там такое, проблемы возникали буквально сегодня там, уже в Владикавказе, вода большая, тоже там есть момент, и циклон уже движется в нашу сторону, поэтому взять на контроль, сегодня-завтра у нас ожидается взять на контроль, мы шли с мэрами городов, еще раз все проверить, все посмотреть, готовность служб определить, ну и принять все меры, чтобы не было паводковых там или других осложнений ситуации. В том числе, начиная там контроля большой воды со стороны там Жайрасского района, по Асе, по Арамхи, по реке. То есть держите все на контроле, это раз. Второе, делать надо, конечно, анализ деятельности работы всех наших служб, в том числе и вице-премьеров, которые дежурили, всех служб дежурных, найти недостатки в службах. Когда говорят, что все нормально, это тоже не есть хорошо. Найти недостатки, делать по ним выводы, разбор делать, наказать виновных, а те, кто хорошо справился, поощрить. То есть, если этого нет, а вы возьмите это на контроль вместе с аппаратом правительства. Если этого нет, если мы после праздников не видим хороших, плохих, вот это есть как раз такая системная ошибка любой власти. А мы этого не видим. Вот вы сейчас, если подождете неделю, то увидите, что ни один человек ни в муниципальных властях, ни в правительстве, нигде не наказан за то, что за эти праздники где-то что-то не доработал. И никто не поощрен, никому не сказали спасибо.
Поэтому здесь я просил бы там взять на контроль в течение недели там подготовить подведение итогов. Там, где и пожурить кого-то из чиновников, ну и там, где поощрить. А внизу уже, конечно, надо очень серьезно разбираться. Этот разбор надо проводить. И в папку разбор положить, чтобы на следующие там праздники чтобы ориентировались по этим направлениям. Конечно, надо поблагодарить тех, кто максимально поработал и по 1 маю, и по 9 маю, по бессмертному полку. Все это надо там и поблагодарить, и поощрить, и это обращаю внимание.